свое дать, но и вот оказывать внимание тем, которые вот по каким-то причинам уже не могут посещать вот такие круглые столы. И спасибо им большое, что вот они как бы поддерживают память и Нины Николаевой, и вот и Владимира Павловича Гоголя, вот Оля тоже как бы поддерживает его память, что вот за этим столом мы сегодня будем говорить о Прасковье Ивановне. Когда мы были на презентации в октябре, вот Константин Викторович ко мне подошел и попросил, я говорю, хорошо, мы это сделаем, я говорю, только так вот, дойдет очередь до вас, и мы тогда начнем говорить о Прасковье Ивановне. Я принесла сегодня книги, вот кто хочет почитать, они могут посмотреть и потом прочитать. Вот. А теперь мы, как у нас уже принято, пойдем по кругу. Вот. И когда кто-то захочет читать стихи Прасковьи Ивановны, значит, он дает определенный знак, что это будет запись, и его записывают. Хорошо? Да. Но Ира Полугрудова, она, наверное, вот с основания ходит к нам, еще со строителя, всегда очень скромно приходит, в уголочке садится, слушает, читает свои стихи. Вот. Ну, мы, в общем-то, у нее очень образная такая поэзия, но есть, конечно, и какие-то нюансы, которые нас немного не устраивают, да? Ну, да, давайте послушаем, у каждого там свое потом мнение служится. Небесная далекая звезда проложит путь планетам, где жизни нет. Она тепло свое подарит им, где тут же жизнь начнется, и все другим вдруг станет. И люди знать не будут, что значит зло, а что добро, а будет только счастье и покой на этих маленьких планетах. А суть одна лишь только будет. Любовь и вера будут всеми управлять. Горячий пар согреет вечно мерзнувшее тело, и время с тобой незаметно пролетело. И расставаться нам, увы, пора. Твои слова мне сердце отогреют, дадут отдушину грядущим дням. И от твоих пронзительных голубоватых глаз я голову теряю, в романтику впадаю. Ведь ты мой свет и солнце краса мое. И в трудную минуту стараемся друг другу всегда помочь и поддержать с улыбкой встречи, с улыбкой встречая новый день. Ну еще вот так, пару строим. Сладкий запах страстного огня проник в меня. Я бегу к нему навстречу, вся задыхаясь в нетерпении пылких поцелуев и объятий. И остановившись на ходу, подумаю я вдруг, не фальшь ли все это, романтика, философские беседы. Увидев вновь любимый силуэт, я рассмеюсь и побегу к тебе, чтоб только ты узнал секретные углы моей души. Небесные снежинки коснутся рук моих, коснутся губ моих, растает в сердце твердый лед, оставив влажный след обид. И также на себя я злюсь, что не всегда обещание получается сдержать. Но встретившись с тобой, сильнее духом становлюсь. С тобой я счастье обрету в душе. И это знаешь, ты мой лучший добрый друг. Ну и последнее стихотворение. За стеной проходит новая дорога, и всякая ненастная погода мне не помеха вовсе. Идти и узнавать новые незнакомые места. Покажется все просто, чтоб поселиться где-нибудь, чтоб слаще меда был сон мой, и на руке своей прочту дальнейшую судьбу. Примчусь сюда, где сердце позовет, и будущем создам свою невиданную волю. Все. Встреча друзей разговор, их звонкие речи и струн перебор сливаются вместе, звучат в унисон, единою песней накрыв все кругом. И слово за словом стихи здесь звучат, и встретиться снова поэты хотят. Так, я вам Мне Коми край, земля родная. Я родилась, была война, а горькая судьба такая в наследство мне была дана. Надолго мать слегла в больницу, отец от горя начал пить. Детей заплаканные лица, нас четверо, и как прожить?
Сурова с севера природа, и выжить было нелегко. Но выручали огороды, коза давала молоко, лес ягодой кормил весною, грибами щедро угощал, дрова давал, чтобы зимою никто из нас не замерзал. А от поселка до райцентра, до школы по тропе лесной, туда 4 километра, обратно столько же домой. Лет минуло с тех пор немало, но только твердо знаю я, что выжить всем нам помогала родимая земля моя. Вот. А теперь я хочу прочитать свое стихотворение, посвященное Прасковье Ивановне. Но я познакомилась с Прасковьей Ивановной несколько лет назад. Вы знаете, мне нужен был, как это сказать, человек, который бы помог мне писать стихи. И я спросила, говорю, вот, а кто же может, ну вот так, и посоветовать, и направить. И мне сказали, вот Чисталева Прасковья Ивановна. Самое интересное, я такой человек, вот, мне дали ее телефон, и я, так сказать, без предупреждения явилась к ней. Вот дали адрес, дали телефон. Звоню, она спрашивает, кто? Я говорю, вот так-то и так-то пришла к вам познакомиться. Она пустила меня к себе. И после этого мы очень часто общались. Она читала свои стихи, я ей читала свои, она давала какие-то рекомендации. Вот. Ну и надо сказать, что вот ее уход – это, в общем-то, большая потеря для меня. Потому что потом уже, когда у меня болели ноги, мы с ней подолгу разговаривали по телефону. То есть связь не прерывалась. И даже вот в мае 2016 года мы с ней говорили, а потом я уехала в деревню. Я прочитаю стихотворение о ней. А пане было 18, и добровольцем на войну ушла с фашистами сражаться, чтобы защищать свою страну. А хрип на фронте, голос звонкий, пришлось так много испытать. Бомбежки, госпиталь, девчонка все продолжала воевать. Войне конец. Жива Прасковья, окончила пединститут, она учительница в школе, а дома муж с сынишкой ждут. И в мирной жизни боль бывает, смерть близких, как смириться с ней? Седая пани отмечает свой 90-й юбилей, и светил ум, и память крепко, друзья, знакомые вокруг. То в двери постучит соседка, то забежит проведать внук, когда одна в часы затишья воспоминаниями полна, она стихи и прозу пишет в раздумье, сидя у окна. Есть чем с людьми ей поделиться, и есть о чем им рассказать. И вот на чистые страницы ложится слов святая рать. Песня на стихи Раисы Сажиной. Буду всегда и везде воспевать лучшую женщину, женщину-мать. Много чудес существует на свете, чудо же самое главное — дети. Кроха, ребенок поднялся на ножки, медленно мальчик идет по дорожке. Если споткнется малыш, упадет, мама на помощь ребенку придет.
бережно кроpu поднимет она. Нежной любви и заботы полна. Верит малыш, всю жизнь будет мать, холить, любить, от невзгод защищать. Время проходит, и дети растут, мамину старость они берегут. Если земной завершится срок, в жизни начнется ведь новый виток. Жизни основа и жизни стеза, сила великая, мама, дитя. Силою этой храним человек, силой важней не найдется вовек. Буду всегда и везде воспевать лучшую женщину, женщину-мать. Вот дальше, как бы, я просто поэтому буду доставлять, а вы... Нина Степановна, я о Камельке уже наслышана с 2006 года, благодаря Нине Анатольевне Николаевой. Мы с ней были близкие знакомые, ну, по профессии, по работе как-то общались вместе. Ну, я не знаю, как-то так после юбилея Слободы, там активное участие принимала, много призов получала. Ну, на мероприятии, вот здесь был как раз в день, в годовщину Слободы, мне здесь подарили литературный альманах, литераторы Эжуи. Вот. Ну, это ценный для меня подарок, конечно. Я его сразу дома перечитала весь, потом на полочку поставила. Теперь, через 10 лет, я вновь его взяла. Ну, меня опять пригласили на мероприятие сюда, я в этом доме живу. Музей, так сказать, над музеем. И опять перечитала, но что Нина Анатольевна Николаевна живых нет, я не знала об этом в то время. Это было где-то в апреле месяце, там у нас мероприятие было. Вот, и я, можно сказать, вот с этим, сейчас вот попал мне в руки вот этот сборничек стихов. И я его, он у меня периодически лежит на рабочем столе, вот где. Периодически я меняю вид деятельности. Устала шить, значит, почитала. Почитала, другую работу начала делать, опять почитала. И вот я выбрала здесь сегодня почитать стихотворение. Вот взяла сегодня Евгения Суворова. Все хотела воочию увидеть хоть одного поэта. Извините, правда. Ну, многих уже теперь. Ну, теперь тоже, да, но я уж не первое мероприятие, поэтому не первый раз я бываю здесь. И вы знаете, вот сегодня просто вот после выступления Раисы Александровны, как-то, знаете, и так я окрылена всем этим, у меня женщина вообще эмоциональная, и для меня все это, тем более сама филолог, поэтому для меня это все это очень интересно, и ну, как-то душа наполняется чем-то новым, интересным. Ну и вот стихотворение вашей, Евгении. Неведомые страны, веселый шелест трав и пение родника, спасительный трепет желанно, и свежий ветерок, как божья рука, меня ведет в неведомые страны. Струится Божий свет на сонные поля, и трели соловья пронзают небо. Предутренний свет, когда парит земля, дрожу я по местам, где раньше не был. Чу, вдруг перепела заплачет вдалеке, или засветит кулик на длинной ножке. Я с ним поговорю на их же языке, то заяц застынет на дорожке. И уши навострив, как в радостном бреду, ускачет серый, увязь через поляну. По берегу реки, по зарослям бреду, творю свой путь в неведомые страны. Вот пыталась я тоже, вот, почитав, ну я в 7 классе тоже когда-то пыталась начинать писать. Прям картинки в голове, знаете, бежит. Да. Своей музыкой. И, под ту музыку как-то даже и получилось. Ну, я просто здесь прочитаю. Это нет. Вот у лесной избушки у меня написано спеть на заседании в декабре. Чтобы потерять, что я хотела. Не знаю, получится, нет ли? Получится. Комары стучатся в стекла, за окошком тихий гул. Над тайгою ветер теплый звездный ситец развернул. Над застывшей водою лес густой туман одет, неподвижен и спокоен, словно мудрый старый дед. Речка плещется тихонько и ласкается у ног, и шаги шурша негромко
в мягкий стелются песок. Все мое здесь и родное, лес затих и крепко спит, только роза под каймою вдалеке закат горит. Мелодия была немножко другая. Ну, не можем теперь, я хочу. Зимняя дорога. Вдоль дороги поют провода, песню зимнюю неутомимо. Светит в небе морозно звезда, и пахнула откуда-то дымом. Зимний кровен, как белый асфальт, ведь морозы стояли полмесяца. На сугробах в лесу еще спят злые вьюги, февральские крестницы. Трасса стелется нам под капот, лесовозами ровно укутана, но весной опять развезет, превратится в намокшую вату. Наверное, уехать пора. Я ведь детство оставил на юге, но пленили меня севера, и баюкает музыкой юги. Я бескрайней тайги тишину на раздолье степени сменяю. Ждет зеленую радость весну, грусть морозная тихого края. Вот, вы знаете, я в Коми республике, муж Коми, с Прилуцкого района. Я все думала, что он хохол, когда мы были знакомы с ним. Он меня привез в 63-м году. Я уже об этом говорила, может, кто-то слышал, но я просто... Вы знаете, я не знаю, где моя родина, но я чувствую, что я отсюда. Вот, родители меня его очень хорошо приняли. Ну, я была... Он в армию ушел, я 2 года знакомилась с жизнью в деревне. И вы знаете, вот она у меня вся здесь, вот эта талица со 100 дворами, красивая, людей много, детей много. Ну так было весело, там все было для жизни. А сейчас приезжаю, тоска. Нет, так жалко, нет, жалко так дома, он так вот стыдно в глазах, такой дом. Только в 62-м году они его построили, въехали. Получается, я в новый дом въехала туда. И вот, тоскливо, конечно, все это. Я все мужу, ты говорит, помнишь? Я говорю, я-то все помню. Вот ты помнишь ли? Давно пора нам все уехать туда. А что уже, устарели, куда поедем уже? Если бы еще вода текла из крана, может, в дом, так еще, может, поехали бы. А так, уже ушло время. Так что вот республика Коми, она вот тут у меня, понимаете, вот тут архангельская девушка. Сейчас вот ездила домой и думаю, 10 дней, как скорее бы они прошли, чтобы мне обратно ехать сюда. Ну, там родственников, как бы, помянула всех своих. А вот здесь у меня вот я везде участвую, сейчас вот во всех мероприятиях стараюсь на литературные там темы, ну, о культуре, то есть, можно сказать. Инна Михайловна Сали. Это и Сали. То говорим, огромен шар земной, то шариком с презрением называем. Как ни крути, для нас он дом родной. Велик или мал, его не выбираем. Он, этот шар, пристанище людей, но мы на нем лишь гости ненадолго. И множество огромное идей развеселить вселенную, и только. Неважно, повелитель ты или раб, каких кровей, какого цвета кожи, богат или нищ, труслив, отменно храбр, ты в этом мире все равно прохожий. А шарик во вселенной все летит, пока она бедняге позволяет. А глупость, непомерный аппетит ее пока что, видно, забавляет. Но вдруг придет терпению конец. Людская грязь и алчность не уймутся, и возмущенный грозный наш Творец решит от нас, погрязших, отвернуться. И лопнет шар, как мыльный пузырек, и разлетится вдребезги мгновенно, и будет трудно плакать, и будет поздно плакать, не сберег, и некому молиться вдохновенно. И разные, ну, не знаю. Не ведитесь, бабоньки, на жалость, не спешите сопли вытирать. Если вам, увы, дерьмо досталось, выход лишь один — быстрее бежать. Без оглядки и без сожаления из дерьма конфетку не слепить. Дело не в предвзятости, не в лени, жабе никогда цветком не быть. Пусть надежда наконец и сдохнет, лучше так, присыпь и уходи. Радости оставшиеся крохи пригодятся, право, впереди.
Год за годиком, как кирпичики, уложились. И вот он, домишка. Маловат он, да неприличия. И уютен, увы, не слишком. И кирпичики с перекосами кое-где раскрошились вроде бы, а иной совершенно бросовый. И постройку мою уродует. Как же я, оплошала глупая, проглядела изъяны явные, проморгала в каком-то ступоре, ведь как будто была не пьяная. Вроде глазки имела ясные, и мозгов дал Господь без жадности, а не вышла дворца прекрасного, лишь домишка, достойный жалости. Еще позволите еще. Последний миг, когда накроет тьма, или яркий свет пронзит лучом нездешним, когда затихнет жизни кутерьма, прости, Господь, нас жалких, сирых, грешных, о, знаю я, величие свое ты не унизишь мщением и гневом и не низвергнешь в прах в небытие живую душу, что вскормилась небом. И потому заранее тебе я воздаю хвалу, любовь и славу, и не пеняю горестно судьбе за все, что получаю я по праву. Учусь идти и не роптать, и не печалить низостью величия, и все приму, что ты намерен дать, пока еще в моем земном обличье. Молодец. Вот какое нам времечко выпало. Да и было ли в России, когда из рогов изобилия сыпало. Уж привыкнуть пора, господа. Смуты, кровь, потрясения великие, все Россия тебе по плечу. С гордой песней, с бессмертными криками не сдавалась вовек палачу. Никому, кто на землю строптивую приходил убивать, покорять, даже очень жестокому, сильному, не валилась ты ног целовать. И стоять тебе, гордая, славная, непонятная всяким извне. Живы русские, это главное. Края нет Богом данной земле. Ладушки да ладушки, есть внучок у бабушки, есть внучок у бабушки, любит он оладушки. Запевает сладеньким, маленький да ладненький, гномик домовенок, деточкин ребенок. Ладушки да ладушки, радость есть у бабушки, радость есть у бабушки. Ласковая чадушка, нежные пальчики у родного мальчика. Мягонькие волосы, нету слаще голоса. Ладушки да ладушки, сказки есть у бабушки, сказки есть у бабушки. Для своей отрадушки любит слушать их малыш. Эй, проказник, ты не спишь? Ладушки да ладушки, есть внучок у бабушки. Ладушки да ладушки, есть внучок у бабушки. Слишком строго. Я пишу совсем недавно, но где-то годик. Год. Да. Сколько навоняла за годик? Немного. Не очень По-моему, много. большая тетрадь целая. Ты не приходишь, не звонишь, а мне так больно, что слезы капают из глаз моих невольно. Ведь мы с тобой никогда не разлучались, разлука даже в страшном сне не приключалась. Тобой гордились сыновья и наша дочка. Зачем же ты сейчас на этом ставишь точку? Ты не спеши, не торопись, подумай. Я верю, что придет оно, решение умное. Вернешься, и как прежде будешь стержнем в семье такой большой, родной и нежной. Читаю. Мы с тобою сейчас далеко друг от друга, но связаны души навек, навсегда. Пусть воет неистово вокруг нас, вокруг нас неистово вьюга. Впереди все же светит звезда. Та звезда наших встреч и объятий, нашей верной и нежной любви. Не погасишь ее в одночасье. Ты свети в нашем сердце. Да. Такое. Не сотвори себе кумира, Божья заповедь гласит. Ему все блага мира. Господь же ждет, стоит, стучит. Вот и твоя пора настала, надеть терновый свой венец, столкнуть кумира с пьедестала, тогда придет к тебе Творец. Пришел, и ты воскликнул: Боже, как долго же ко мне стучал, нет ничего тебя дороже. Повержен старый пьедестал.
Ну, еще могу одно прочитать. Душа, как много в ней сокрыто, какие клады там зарыты. Она то язвами покрыта, а то наоборот добро открыто. Когда в ней жизнь ключом кипит, тогда она стремится ввысь. А если подлечит, предает и мстит, то совесть душу начинает грызть. То страсти в ней бушуют, вызывая боль, то добродетелями снова наполняется. Тогда приходит тишина, покой, и чудо там внутри совершается. Я прочту еще стих. Я 4 года училась в Нюхчинской школе, заканчивала. Сами из Нюхчина? А? Не у нее? Нет, не у нее, она уже не работала. Я последние 4 года уже там училась. Нюхчинский дождик особенный. Шифер с дымкой глушит, звук крыш железных. И обе мы с Ватькой спешим от души выставить рамы оконные, створки раскрыть, слушать дождь, песню природы. Спокойны мы, жарко, и дождика ждешь. Так, и еще. Ветви деревьев по небу качаются, соприкасаясь с листвою, общаются, с жалобой, с лаской к богам обращаются, с ветром поют, чудный хор получается. Я их соседка, смотрю на них, слушаю, мудрость их ведаю, чувствую душу их, ветер гудит. А с дождем еще лучше бы. Как ты прекрасна, природа могучая. То есть вы читали стихи из сборника Прасковьи Ивановны? Да. Так, покажите. Называются стихи для себя. А в Нюхчине вы как учились? Мы приехали, мама вернулась. Мама у меня в коме, и мое Г слышите, наверное? Да, вот его надо немножко поработать над ним, когда не получается. читаете Да. стихи. Нет, нормально. Я сбиваюсь все время, немножко. потому что я, в общем-то, родилась в Белоруссии, а жили потом где-то уже в 1 классе мы переехали в Волгоградскую область. И там жили. И вот последние 4 года я заканчивала школу в Нюхчине. Мама вернулась на родину. Ну там Прасковью Ивановну как-то помните? Да, помню. Конечно. Я его из интернета, и я читала его на Дне Матери. Пока мы живы, можно все исправить, все осознать, раскаяться, простить, врагам не мстить, любимым не лукавить, друзей, что оттолкнули, возвратить. Пока мы живы, можно оглянуться, увидеть путь, с которого сошли, от страшных слов очнувшись, оттолкнуться от пропасти, к которой подошли. Пока мы живы, многие ли сумели остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели, а попросить прощения не смогли. Когда они уходят в тишину, туда, откуда точно нет возврата, порой хватает несколько минут понять: о Боже, как мы виноваты. И фото, черно-белое кино, усталые глаза, они уже простили нас давно за то, что слишком редко были рядом. За ни звонки, ни встречи, ни тепло, ни лица перед нами, просто тени. А сколько было сказано не то и не о том, и фразами не теми, тугая боль, вины последний штрих. Скребет, изводит холодом по коже за все, что мы не сделали для них. Они прощают, мы себя не можем. Кстати, мой одноклассник Леня Башлыков написал гимн о Нюхчине, и его там поют. Да не с этого места, с самого начала. Знаю Вдюхина, вот у меня в записной книжке прям написано. Вот, и как бы имею отношение к авиации, вот и с Калининами работали вместе, с Ларисой я работала много лет, а Юрия Михайловича тоже давно знаем. Вот. Хотелось стихи Вдюхина вот прочитать, ну, совсем коротенькие. Бывали такие полеты, что молнии сыпались с крыл, но все же в небесные соты и я кое-что отложил. Теплом
и последним все согрето. Но в ожидании холодов уходит северное лето и гасит бронзу куполов. Вот так же все еще во власти веселья в праздничные дни с улыбкой женщина погасит в пустынной комнате огни. Вот у меня несколько сборников есть Дюхина, потом и Ларисы Михайловны теперь читаю стихи уже, и все, в общем, ваши мероприятия тоже посещаю, мне очень нравится. Спасибо. Очень нравится мне цикл стихов Прасковьи Ивановны Чисталевой о дождях. Вот я одно небольшое стихотворение прочитаю. Льет и льет. Сколько влаги у неба в запасе. День и ночь льет и льет, льет и льет. Хорошо или плохо? Прекрасно, если сердце в полете поет. Если дома сидишь ты к тому же, и в квартире тепло и светло, кто в дороге застрял и по лужам продирается, тем не свезло. А у неба свое расписание, свои нормы, и надо нам жить. Относительно все в мироздании, не скули, всем умей дорожить. Я очень чувствовала природу. Это изумительный человек. Некоторое время назад мне было настолько физически тяжело, я думала, не выживу. И вот в таком вот тяжелом состоянии пришли стихи, после которых болезнь отступила. Ощутите себя. Я лечу в неизвестность, мужая, нелегок полет. Звезды ярко сияют своей неземной красотою, и свой путь пролагаю туда, куда сердце зовет. Ветры нежно ласкают, как волны на море прибоем. Доверяйте Вселенной, стремитесь в пространство любви, что окутало мир покрывалом из светлой надежды. Полетайте сегодня над сказкой на крыльях зари, растворяясь в лучах ее ярких, победных, безбрежных. Ощутите себя в единении с высшими «Я». Пусть сердца ваши в этом восторге щемяще забьются, и качнется под вами красавица наша земля, и все звезды в округе с любовью вам улыбнутся. Полетайте над миром, прочувствуйте этот полет. И еще вот я на днях написала письмо Деду Морозу. Вот я считаю, он есть, но не дедушка с мешочком, а это божественная энергия любви. И просить у него надо не Мерседесы, не что-то материальное, а просить надо именно вот духовное богатство. Письмо Деду Морозу. Дед Мороз, волшебства ожидания, я прошу, ты раскрой мне таланты и дай вспомнить глубинное знание, что когда-то имели атланты. Милый дед, я хочу стать волшебницей, сотворяя мечтою пространство, доброй феей из сказки, кудесницей, мелюзиной, неся мессианство. И хочу над Россией светлую, воспарив, закружившись в танце я, протрубить ее песню победную, не одна, с друзьями-спартанцами. Ты достань из мешочка заплечного все, о чем я так страстно желаю, и с любовью поклоны сердечные в благодарность тебе посылаю. И он мне дал здоровье. На слова Татьяны Барышевой. Вспоминая во мне красивую меркантильность подальше спрячь, ведь когда-то своей любимой ты меня называл навскачь. Унесли меня нынче гнеты, я лишь вехи, века на длинном пути,
не брони меня в мыслях, милый, и за все, если сможешь, прости. На душе не держи ты камень, не ходи у обид по пятам, вспоминай обо мне, ибо память — это все, что осталось нам. Вспоминай обо мне красиво, меркантильность подальше спрячь, ведь когда своей любви ты меня называл, вспоминай. Степан Прасковьи Чистолевой. Называется «Романс». А не боли, не тоскуй, мое сердце, ничего не ищи для себя. Хоть разбейся, нам некуда деться, претерпись, уж такая судьба. И зачем мои редкие слезы, будто кровью сочатся из глаз, стынут льдинками, как от мороза, безнадежный пробил их час. Счастье в прошлом, спасибо, что было, что согрело горячим лучом, осветило на миг, ослепило, прикоснулась щекой и плечом. Сохрани же все в памяти сердце, сбереги этот дар для себя. Плачь, не плачь, а нам некуда деться. Привыкай, так сложилась судьба. Этот человек, и как восхищен я ею. Поэтому, как в песне, не спугни очарование этих тихих вечеров, ведь порою и молчание нам понятней всяких слов. О ней столько написано, столько сказано, она о себе столько выразила в своем творчестве. Это гораздо больше того, что мы можем сказать своим костным языком. Извините, спасибо. Ну, с Прасковьей Ивановной мы познакомились на склоне ее лет. Она до конца дней своих держала руку на пульсе жизни. И несмотря на то, что была практически слепая, плохо видела, вот она каким-то образом умудрялась читать и нашу газету в последние годы своей жизни. И названивала нам в редакцию, делилась своими впечатлениями от прочитанных статей. Ей это очень нравилось. Как интеллигентный, понимающий человек, оценивающий слово, ей наша газета нравилась. И рассказывала о себе. Вот она словоохотливый человек, много рассказала мне о себе по телефону, в нескольких телефонных разговорах. И я попросил ее о встрече, чтобы написать о ней материал. Ну, она там сперва сказала, ну я ж не верующая, но потом оказалось, что она человек верующий, хоть и не глубоко, но к ней священник приходил, исповедовал ее, причащал на дом, она договаривалась, и иконы дома у нее были. Это было несколько встреч, значит, я приходил к ней домой, беседа длилась, первая беседа часов 5, наверное, потому что она удивительный оратор, всю свою жизнь от начала и до конца вспомнила, все это потом появилось в публикации в моей, вместе с подборкой стихов, дала мне все сборники своих стихов, я все перечитал, выбрал наилучшие, и все это прошло в нашей газете на всю Россию и на весь мир, поскольку сайт, значит, нашей газеты читается, расходится по всему миру, ну, а газета по всей России. И с тех пор как-то мы стали дружить, она меня полюбила. Я не знаю, по-моему, с моей подачи, вот здесь вечер был проведен, да? Да, вот я уже и не помню. Но всех она тут очаровала, всех полюбила, всех понравилась, потому что вот Господь, видите, как ее и долголетием, и памятью наградил, что она все свои стихи знала наизусть. И стихи, и поэмы до последних дней просто читала наизусть, декламировала как
Я когда-то в 1 классе или там в 5 классе, когда выигрывал вот эти вот конкурсы чтецов. То есть она с таким энтузиазмом все это произносила, с такой силой жизни впитывала вот все, каждое слово. Видимо, поэтому тоже ей нравилось, что я тоже так же читаю стихи, хотя давно уже не так. И, значит, видите, Господь ее наградил встречи, вот Костя уже сказал, встречи с многими удивительными людьми. Муж-то какой у нее был. Один из самых известнейших людей в нашей республике, не только в республике. Он написал, он и ученый замечательный, собирал там инструменты, и композитор потрясающий. Первый комик-композитор, лучший комик-композитор, я считаю, поскольку более 100 песен, значит, он написал на стихи разных поэтов. И несмотря на то, что она как бы говорила, что вроде бы жила с нелюбимым, не считала его любимым человеком, я думаю, что она лукавила. До конца жизни, значит, она пронесла любовь к Прометею Чисталеву и постоянно о нем рассказывала. И то есть и при мне тоже, и в большей степени она рассказывала о нем. И неплохие, то есть я с удивлением, когда она сказала, что не любила его, как-то это у меня даже в голове не укладывалось, потому что она отзывалась о нем всегда очень хорошо и положительно. 25 лет жизни, 2 детей, внуки, это все-таки говорит о многом. И дух Чисталева, несмотря на то, что она давно жила одна, в ее квартире чувствуется. Ну, там и фотографий много его, и есть его. И вот я благодарен жизни, что познакомился с таким удивительным человеком. Очень скромно она себя вела. Да, очень скромный. Квартира Человек сильный, была скромная, да, очень не богатый. А кто из преподавателей, учителей сельских у нас богатый? У нее еще и взгляд на... Да, она, в общем-то, она в душе коммунистом была, которая все, в общем-то, жила для других. И что удивительно, что отношения со своими учениками она поддерживала до конца дней, дружила. Вот это мало кто может этим похвастаться из учителей, тем более современных, когда бы к ней, значит, ей ученики были благодарны, поздравляли ее с Днем Учителя, а ее стаж учительский очень большой, и навещали ее. Это дорогого стоит. Но сейчас я почитаю свои стихи последние. Небо высокое, синь поднебесная, в золоте листьев покос. Вновь выбегаю тропинкой воскресную в золото русских берез, чтобы бродить под веселыми флагами кленов, берез, тополей, чтобы напиться живительной влагою Родины милой моей. Пряные запахи жухлой акации, чистый бальзам для души. Только под вечер до маленькой станции вновь прихожу из глуши. Значит, звездная пыль шалью укрыла деревню мою. Снова не спится. Звенящий ковыль с ивами песни ночные поют. Да на ветру осерчал журавель, скрипом тревожит застывший покой. Скрипнула в горницу легкая дверь. Это опять к нам пришел домовой. Пусть охраняет наш сон до утра, оберегая звенящую тишь. Угомонилась и спит детвора, сладко сопит свои люльки малыш. Все в этом мире приходящее, и жизнь, и слезы, и любовь, и белый снег с небес парящий, и боль тюремный оков. Один Господь в всем мире вечен, есть бесконечная любовь, и потому мой путь беспечен, пока хранит его покров.
Сыктывкар, что перед восхождением в этом году на Народную по Поклонному кресту я утром встал, поскольку дежурил пораньше. И удивительным образом у меня написались два стихотворения, буквально вот так вот я блокноту ручку прислонил, и без исправлений, в общем-то, они сейчас так вот, просто как будто кто-то продиктовал. Два стиха легли в блокнот. Один я прочитал на презентации, вы это слышали, а вот второй. Шумит ручей внизу, в истоках болбанью, на озере волна играет белой пеной. Я снова прохожу тропиночку свою, наверх, до леднику, до Бога непременно, до царского креста, что в горной вышине, как солнечный маяк, спасает наши души. И мир внизу опять горит в святом огне, и вместе со Христом идем по гор несущим. Еще одно стихотворение. Перелески и поляны, можжевеловый настой, запах леса, запах пряный, елки-палки, лес густой. На сосне сидит ворона и орет на всю тайгу. Кар, товарищ мой знакомый, вы как будто не в дугу. Нет, ворона, я не пьяный. От весны хмелеет кровь, запах леса, запах пряный, дарит радость и любовь. Ну, еще одно шуточно. Напои водой живою, говорливый ручеек, я склоняюсь пред тобою после тяжести дорог. И сорока белобока, не кричи ты так с ветвей, не ругай меня, сорока, я же свой в таге твоей. Я же с миром, не с двустволкой к вам пришел. Давай дружить. Звери все и даже волки не готовы служить. Уж не помню, 21, да? 21 марта. Я шел рядом с госпиталем с гитарой, ну и решил зайти к ней. Зашел, ну там вроде отказывались, а медсестра говорит, все, давайте, можно. Всех созвала больных в ленинскую комнату, как обычно там, в ленинской комнате. И там я пел и на ее стихи, и вообще концерт давали мы где-то около часа. Она читала свои стихи, без запинки, вот эту поэму в 3 частях она читала, ну прям прелесть одна, ну минут 25-30 без запинки, все. Вот так. Ну и все были очень рады, конечно. Она когда в Эжге лежала, ты здесь все Нет. собирался. А, да. В госпитале ветеранов. Недели 2. А то в госпитале А потом, да. на красных Ее партизанах. перевели туда, и тогда... Да. За рекой туман, млечной дымки долины, небольших ручейков и цепочек озер, друг мой старый полкан, предобрейшая псина, услужить мне готов, тащит всяческий ссор. Разведу я костер, садим вместе с полканом и начнем вспоминать своих старых друзей. Потечет разговор и душевный, и странный, пусть его не понять никому из людей. И на наш огонек соберутся из леса и сороки, и зайцы, и лисы придут, и не будут скрывать своего интереса, потому что всегда здесь их любят и ждут. Друг мой старый полкан, предобрейшая псина, услужить мне готов, тащит всяческий ссор. Вы стали вспоминать людей, которые рядом были. Вот про своего мужа скажи, что. Я очень рада, конечно, что в альманахе Сыктывкар опубликован мой форум под девичьей фамилией, правда? Вот, я согласна на это. И вот не в поэзии, не в прозе, а как там называется раздел, вот. Очень добрые слова в конце о нем тоже Андрей Валерьевич включил, немножко поредактировал. Я этому очень рада, что память о Володе живет. И я как могу стараюсь, чтобы это продолжалось. И думаю, ну, все-таки он неплохие стихи читал. И вот нашла тут в телефоне коротенькое его стихотворение. Мне вселенского счастья не надо. Я довольствуюсь жизнью своей.
чтобы дети со мной были рядом, и жена, и немного друзей. Мне сокровищ несметных не надо, мне достаточно пищи моей. Пусть здоровы мои будут чада, и супруга, и горстка друзей. Надо мне только чуточки ласки и немного людского тепла, чтобы мир был в божественных красках, чтоб любимая рядом была. Не придумано еще средства, видно это от нашей лени, чтоб обратно вернуться в детство, чтоб уткнуться к маме в колени. А бывают в жизни минуты, когда тошно от тихой грусти, и судьба навевает путы. Только в детство уже не пустят, нам вперед этот путь проложен. Мы большие сами с усами, уже внуками сам обложен. Но бывает, хочется к маме ласки, хочется слов сердечных, утешение — лучшее средство от хлопот этих бесконечных. Но закрыта дорога в детство, не придумано еще средства, и закрыта дорога в детство. Спасибо, до мурашек. Что это было? А это Камилек. А можно к ним? Конечно, они вам не откажут. Вот с тех пор я и с вами. Вот мне хочется высказать вам вот эту вот любовь, которую вот несете, творчество вот это до людей донести. Ну, вот желаю вам вот всего-всего вот хорошего, вот всего, и дальше иди вот так по жизни идти, вот все очень замечательно. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Прочитала давно, авторская такая модпись. Вот. И на рисунки не обращала внимания. А вчера посмотрела на рисунки-то какие хорошие. Это кто делал? Здесь вообще чудо. Оформлено так Это хорошо. рисовала у нас библиотекарша. Да. Ну, поскольку 3 года клубу, да, поэтическому в Зеленце, разрешите сегодня почитать те стихи, которые я люблю. Я читаю моей внучке, она даже иногда просит по 3 раза прочитать одно стихотворение. Тут еще вступительное такое слово хорошее. Дорогие ребята, эта книга о вас и для вас, маленьких граждан нашей большой страны. Она о любви ко всему живому, что нас окружает, о красоте родной земли. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись вместе со мной, и мои стихи затронули вашу душу. С любовью, бабушка Валя. Вот бабушка Валя. Первая книга называется «Ты послушай, милый внук». Книга «Самый лучший друг». Может дать совет любой, может повести с собой в мир такой чудесный, прежде неизвестный. Книга тайны открывает, с книгой скучно не бывает. Полюби ее, дружок, и не будешь одинок. Книга добрая нужна, думать заставляет нас она. Учит. Тут немножко что-то Думать учит, не хватает, да. Мой маленький звоночек, мой колокольчик славный, мой ласковый дружочек, приветливый, забавный. Звени, мой колокольчик, звени, не уставай, веселый свой моторчик храни, не поломай. Живи, расти, зайчонок, резвись и веселись. Твой голосок так звонок, так увлекает высь. Звени на зло ненастью, звени и будь собой. Звени всем нам на счастье, на радость, на любовь. Мы были у нее на 88-летии, вот. А, пожалуй, больше мы с ней не встречались, мы с ней просто перезванивались. Она уже пожилая, я тоже не молодая, скажем мягко. Вот. И мы с ней часами разговаривали, да.
Я поражалась ее памяти. Поражалась буквально. Она могла действительно говорить. Вот, я знаю, что она не видит. И она мне читает прямо одно за другим, одно за другим. Я с ней, работала вместе с ее сыном, так что у нас еще на этой почве сближение произошло. Вы же еще и редактировали ее. Вы же еще и редактировали ее. Ну это, да, было дело. Вот. А потом как-то мы отошли. Видимо, встреч не было таких вот. Только по телефону. И там потом стали ходить к ней очень много наших камельковцев, я уж там рисовалась больше. Вот. И я хочу коротенькие два прочитать. Подождите, где же? Вот. Вы откуда, милые, ладные слова? Кто вас подарил мне? Да, я вас звала. Долго, терпеливо ждать пришлось. И что ж, все-таки пришли вы, и мой день хорош. Я до слез растрогана щедростью небес. Хоть чуть-чуть потрогала, небо очень строгое, краешек чудес. Отличное стихотворение. И второе я хочу прочитать такое. Как устала я от ожиданий, от надежд и разочарований. Не хочу никого, никакого, а ведь было красиво, толково, нерушимо казалось до срока, от урока и вновь до урока. Сколько можно 100 раз обмануться и уйти так, чтоб не оглянуться. Да не плакать бы, Господи Боже, на себя я хочу быть похожа. Но она и была на себя похожа только. Лесом покрыли поля, затаились, сбирая рассеянный свет ночи тихой, чтобы вспыхнуть под утро, рассыпавшись яркой шутихой, чтобы в летнем тепле ото сна пробудилась земля. Я хочу, чтоб пылал розовый кобальт высокого неба, чтобы пела вдали изумрудная перевесь рощ, чтобы ветер был ласков, а дождь мимолетен, а мне бы каждый день неожидан был и первозданно хорош. Я встречаю рассвет, что вливается заревом в окна, жду незамысловатую песню синички моей, ну а к вечеру пусть расстилаются туманные полотна, и восходят огромные звезды и ждут звонарей. Августовские розы, предтечи осенних дождей, мне не выбраться с будничности мелководья на стрежень. Что ж, сентябрь, начинай моросить день и ночь, но не прежде, чем осыплются росы мечты светлоглазой моей. Августовские розы.